Кто-то постучал в дверь и закричал: «Откройте дверь, мои дорогие дети! Ваша мама здесь и принесла вам кое-что!» Но козлята узнали волка по его грубому голосу. Мы не откроем тебе, ты не наша мама. У нашей мамы голос мягкий и приятный, а твой голос хриплый, ты волк. Волк пошел к торговцу и купил большой кусок мела. Это будет 1 евро, месье! Держите! Вот ваш мел! Он съел мел, и его голос стал мягче. Затем он вернулся к маленькому домику, постучал и снова позвал: «Откройте дверь, мои дорогие дети. Ваша мама вернулась и принесла каждому из вас что-то маленькое». Но, говоря это, он положил свою черную лапу на окно. Козлята увидели это и закричали: Мы не откроем тебе. У нашей мамы нет черных лап, как у тебя. Ты волк. Волк побежал к пекарю и сказал: «Я поранил лапу, намажь ее тестом». Пекарь намазал ему лапу тестом, и волк побежал к мельнику. Посыпь белой мукой мое тесто. Волк хочет кого-то обмануть, подумал мельник и начал колебаться. Но волк сказал: если ты этого не сделаешь, я тебя съем. Мельник испугался и отбелил его тесто. В третий раз волк подошел к двери маленького домика, постучал и закричал: Откройте дверь, мои дорогие детки. Мама вернулась из леса и принесла вам кое-что. Сначала покажи нам свою лапу, чтобы мы знали, что ты действительно наша мама. Волк положил свою лапу на подоконник, и когда козлята увидели, что она белая, они поверили всему, что он сказал, и открыли дверь. Но это был волк, который вошел. Козлята испугались и захотели спрятаться. Один прыгнул под стол, другой в кровать, третий в печь, четвертый на кухню, пятый заперся в шкафу, шестой спрятался под раковиной, а седьмой в часах. Но волк их нашел и не медлил. Он проглотил козлят одного за другим. Единственного, кого он не нашел, был тот, что спрятался в часах. Когда волк насытился, он удалился, лег на зеленом лугу и заснул. Вскоре после этого старая коза вернулась из леса. Здесь какое печальное зрелище ожидало ее дома. Дверь была широко открыта, стол, стулья, скамейки перевернуты.